Привет всем Божьим людям, кто нас смотрит. Я давно хотел записать блог, который будет называться «Иисус и мамаши». Сегодня пришел этот прекрасный момент для того, чтобы нам поговорить про мамаш, поговорить про те ситуации, которые были у Иисуса с мамашами. Я хочу прочитать одно очень известное место Писания. Это Евангелие от Матфея, 20 глава с 20 стиха. Потом к Иисусу подошла мать сыновей Зеведея вместе с сыновьями. Кланяясь, она обратилась к нему с просьбой. «Что ты хочешь?» – спросил Иисус ее. Она сказала: «Вели, чтобы оба мои сына сели, один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве». «Вы не знаете, о чем просите», – ответил Иисус. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», – ответили они. Иисус сказал им: «Пить из моей чаши вы будете, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но кому сидеть по правую, а кому по левую руку от меня, решаю не я. Эти места принадлежат тем, кому они назначены моим Отцом». И Библия говорит так, что когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на братьев. Знаете, история очень интересная. Приходит женщина, притаскивает своих детей, и она кланяется Иисусу. И она говорит определенные слова, из-за которых потом начался сыр-бор у всех учеников. У них началась ссора, начались выяснения отношений. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели вообще, что произошло, из-за чего это все произошло и почему эта женщина пришла именно с таким вопросом. Интересно, когда мы начинаем читать 20 стих, здесь написано так. «Потом к Иисусу подошла мать сыновей». Слово «потом», оно означает, что до этого что-то было. Это продолжение какой-то истории. А история эта начинается чуть-чуть раньше. История эта начинается с 17 стиха, и здесь написано так, что по дороге в Иерусалим Иисус отвел 12 учеников в сторону и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого выдадут первосвященникам и учителям закона. Они приговорят его к смерти и отдадут язычникам на глумление, бичевание и распятие, но на третий день он воскреснет». Интересно, что именно после этого приходит женщина со своими сыновьями. Видимо, она взяла одного в левую руку, другого в правую руку. Она подходит к Иисусу и начинает его просить о некоторых вещах. Когда мы читаем вот эти вот истории, связанные с Иисусом, когда он встречался с разными людьми, и люди, которые воспринимали его как Мессию, они же искренне считали, что Мессия, он должен прийти для того, чтобы восстановить царство Израилю. И все евреи знали о том, что Мессия станет царем Израиля. И я думаю, до того самого момента, когда Иисус рассказал или объяснил своим ученикам, я думаю, он более подробно им объяснял, он говорил им о том, что его царство, оно не от земли или оно не земное, что его царство это царство небесное, что он царь неба и земли. И когда он все эти откровения или понимания объяснял своим ученикам, до них дошло в один прекрасный момент, что он не просто восстановит царство Израилю, что он установит новое царство, в котором он является царем. Это царство называется Царством Небесным. Они все стали понимать, что его царство не ограничивается маленьким кусочком под названием Израиль. Его царство гораздо больше. И вот я думаю, когда Иоанн и Иаков, они это поняли, они пришли к маме, и они начали ей рассказывать. Они стали ей говорить: «Мам, оказывается, Иисус это не просто будущий царь Израиля. Это гораздо больший царь. Это царь неба, это царь земли. Его царство гораздо больше, чем царство израильское». Представьте себе маму. Израильская или еврейская мама. Она была так рада, когда ее сыновья Иоанн и Иаков, они пришли домой, и они сказали такие слова. После того момента, как только они встретились с Иисусом, они пришли домой, и они сказали: «Мам, мы нашли того, кого ждет весь Израиль уже сотни лет. Мы нашли Мессию, мы нашли будущего царя Израиля». Я думаю, ее сердце, оно было счастливо от того, что, ну, наконец-то я могу доверить судьбу своих детей, я могу спокойно выдохнуть по поводу будущего своих детей, потому что сегодня они стали учениками того, кто в конечном итоге станет царем. Я думаю, она уже начала думать, что, ну, раз Иисус будет царем, значит, 12 учеников, куда входят ее сыновья, они станут как минимум людьми, которые будут рядом с ним, они будут управлять государством. И я думаю, ее сердце было
спокойно. Она понимала, что это те ребята, ее сыновья, это будут те ребята, которые будут рулить Израилем. Знаете, я думаю, любая мамаша, любая мама в хорошем смысле слова, она хочет, чтобы ее дети, они чего-то достигли, чтобы они стали кем-то. Я не думаю, что, например, когда мама рожает ребенка, она думает, ой, как классно родился ребеночек, это будет прекрасный, ну, я не знаю, там, даже кто он там, прекрасный работник Тазалыка в моем городе. Ни одна мама не ждет такой судьбы для своего ребенка. Каждая мать хочет, чтобы ее ребенок вырос кем-то. И мало того, что кем-то, чтобы он был значимым, чтобы он был влиятельным, чтобы это был ребенок, который, когда станет мужчиной, чтобы это был человек, который как-то на что-то влияет, по-хорошему. И я думаю, у Иоанна и у Иакова была точно такая же мама. Мама переживала о том, кем вырастут ее сыновья. Любая мама, которая сегодня воспитывает ребенка, она думает о будущем своих детей. И нормальная мама, она хочет, чтобы будущее ее детей было как минимум безбедным, было как минимум комфортным, было как минимум каким-то плодоносным, если говорить такими словами. И знаете, я думаю, когда ученики Иаков и Иоанн, они только встретили Иисуса, матушка их выдохнула. Она сказала в сердце своем, ну слава Богу, попали в хорошую компанию. Ну слава Богу, попали в хорошее окружение. Слава Богу, они вот с этим царем, они станут кем-то. Как минимум они будут хотя бы министрами, как минимум они будут людьми, которые на что-то влияют в моем государстве. Я думаю, матушка выдохнула. И вот в тот самый момент, когда ученики, они приходят с новой вестью к маме, и они говорят, знаешь, оказывается, он не будет просто царем Израиля, он установит новое царство, это царство будет царством небесным. Матушка запереживала. У мамы стали проявляться определенные вот эти вот материнские инстинкты. Или как сказали бы сегодняшние психологи или люди современные, они сказали бы так, материнская гиперопека стала проявляться. Она стала думать, оу, а в новом царстве что они будут делать, кем они будут там? Если там мы уже расписали в царстве израильском с Мессией, царем в Израиле, мы уже расписали для них будущее, а тут, оказывается, все будет по-другому. И вот она решает в сердце своем, что ей надо пойти и ходатайствовать перед Иисусом о будущем своих детей. Знаете, эта история об отношении не просто Иисуса и учеников. Эта история показывает материнское сердце. Любое материнское сердце, оно в принципе похоже, здесь не написано, как звали маму сыновей Зеведея, но любое материнское сердце, оно чаще похоже на сердце вот этой женщины, этой матушки этих двух парней. Оно заботится о будущем своих детей. Оно заботится о том, в кого вырастут мои дети, где они будут, чем они будут заниматься, какое они получат образование, сколько они будут зарабатывать денег, как они устроятся, какая им попадется невестка или какая им попадется жена, в какой стране они будут жить. Любая женщина, она переживает. Любая женщина, она находится вот в этом состоянии опеки. И часто вот эта вот материнская опека, она переходит все границы, скажем так. Переходит границы какого-то, может быть, разума даже иногда. Здесь мы видим, что она набралась смелости, она набралась какого-то мужества, и она пришла к Иисусу ходатайствовать о будущем этих ребят. Знаете, это интересная история, если мы посмотрим на нее с этой стороны. Кланяясь, она обратилась к нему с просьбой. «Что ты хочешь?» – спросил он ее. И она говорит, «Вели» или «Прикажи, чтобы оба мои сына сели, один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве. Ни больше, ни меньше. Хочу, чтобы они были людьми, которые рулят в твоем царстве. Хочу, чтобы это были влиятельные ребята». Она не просто хотела чего-то маленького, она хотела всего самого лучшего и самого большого, о чем могла бы подумать только мама для своих детей. Знаете, вот отсюда мы должны научиться двум вещам. Я знаю, есть две категории мамаш. Есть одна категория мамаш, про них в русскоязычном обществе говорят кукушки.
То есть это женщины, которые рожают детей и потом подкладывают какие-то в чужие гнезда. Они бросают детей своих. Они не заботятся о своих детях. Мы не говорим сегодня о таких мамашах. Вторая категория мамаш — это женщины, которые опекают своих детей. Они хотят всего самого лучшего для своих детей. И они иногда в своей опеке, они не видят границ. Мамы, кому-то я говорю, иногда мы опекаем так своих детей, и это почему-то связано именно с мамами. Отцы, они как-то более, может быть, проще к каким-то вещам относятся. Они проще относятся там, ко взрослым своим детям. Они думают внутри своего сердца: да ладно, все у него получится. Главное научить его каким-то правильным, библейским, божественным истинам. А мамы, они до последнего. Они опекают своих деток. Они хотят всего самого лучшего. И даже вроде бы, когда уже у детки выросла борода, уже даже когда у детки свои собственные детки, и может быть даже у детки уже внучки появились, это все равно продолжает оставаться ее любимым ребеночком. Это человек, который является центром ее гиперопеки. И она каждый вечер звонит: ну как ты там, покушал сегодня, хорошо ли тебе было, там, хорошо тебя жена кормит, а как там здоровье твое, а как ты чувствуешь себя. И там вроде уже бабушка, вроде уже женщина в годах, а она все равно продолжает звонить, все равно продолжает опекать своего ребеночка. Ой, а почему ты уехал, и ты не сказал мне, что ты уехал из своего города, ты поехал в другую страну. Ой, а как ты там себя чувствуешь, а там же другой климат, а там же другая вода. И вот эта вот опека, она продолжает на протяжении лет, на протяжении десятилетий, она продолжает опекать этого ребенка этой гиперопекой. Или опекой, о которой я не думаю, что сегодня Бог радуется, чтобы мамаши продолжали опекать этой опекой своих детей. И вот здесь, знаете, что самое интересное? Иисус, Он выслушал ее, и Он дальше говорит: вы не знаете, о чем просите. И Он начинает практически ее упрекать. И Он начинает обращаться и к ней, и к ее детям. Он начинает говорить: можете ли пить чашу, которую я буду пить? Там они отвечают: можем. Там. И он говорит: будете пить из моей чаши, и будете креститься крещением, которым я крещусь. И дальше он говорит: но кому сидеть по правую, а кому по левую руку от меня, решаю не я. Знаете, когда он сказал, наверное, эти слова, немножко в ее сердце появилась тревога, или даже, может быть, разочарование. Потому что она хочет всего самого лучшего с ее точки зрения. И она не понимает, что когда они попали в команду Иисуса Христа, когда они стали частью команды Иисуса Христа, они уже вошли в совершенную волю Божию для себя. И они уже вошли в то предназначение, которое Бог приготовил для них. И это уже самое лучшее. Иногда мамаши, они такие. Они считают по своему выбору или по своему, у них есть свой собственный план, что будет для их ребеночка лучшим. И они этот план хотят внедрить в жизни своих детей. Знаете, я сегодня хочу обратиться ко всем матерям, которые будут смотреть этот видос. И если у тебя есть какие-то знакомые мамы, посоветуй этим женщинам посмотреть это видео. И я хочу обратиться к этим драгоценным женщинам, к этим драгоценным Божьим людям. Может быть, сегодня ты опекаешь своего ребенка, может быть, у тебя подросток, и этот подросток, он находится под твоей опекой 24/7. Ты знаешь, где он находится, куда он пошел, с кем он сейчас проводит время. И может быть, это хорошо до поры до времени. Но со временем тебе нужно научиться давать возможность своему ребенку становиться подростком, становиться человеком, который растет, в конечном итоге юноша, мужчина, человек, который берет ответственность за свои решения, человек, который сам способен выбирать, что правильно, что неправильно. И если даже он выбрал что-то неправильное, в конечном итоге самому отвечать за эти решения, за эти поступки. Знаете, когда мамы, они воспитывают своих детей. Конечно, когда ребеночек маленький, конечно, когда ребеночек там только ползает и он нуждается в постоянной материнской опеке, это хорошо. Потом он растет, он становится повзрослее, он становится в чем-то поумнее, он делает уже собственные шаги. Мы же позволяем ему ходить, мы же позволяем ему, например, ходить и падать, вставать, он плачет, он, может быть, ревет, но он встает и начинает снова ходить. Потом, когда он подрастает и у него появляются идеи о том, как ему развиваться, в чем ему развиваться, и мы начинаем за него решать. Мы начинаем за него решать,
в какой спорт ему надо идти, в какой спорт ему не надо идти. Мы начинаем ему решать, с какой наукой ему связываться, с какой наукой ему не связываться. Мы начинаем за него решать, какие друзья для него будут лучше, какие друзья для него будут хуже. Мы начинаем за него решать какие-то вещи. И до поры до времени это нормально. Но когда ребенок взрослеет, у него в зависимости от того, какие ценности были вложены в него с детства, у него появляются какие-то идеи. И эти идеи связаны с определенным развитием. Этот ребенок, например, понимает, что он заканчивает сейчас школу, и он понимает, что он хочет в какой-то сфере двигаться. Он понимает, что он хочет в какой-то сфере развиваться. Например, кому-то языки даются, этот человек хочет быть лингвистом. Кому-то нравится заниматься строительством, этот человек хочет посвятить себя стройке. Кому-то, может быть, нравится заниматься юриспруденцией. И человек понимает, что его тянет вправо, его тянет туда. И тут появляется мать сыновей Зеведеевых, которая понимает, что для его сына лучше. Которая просто обращается к Иисусу и говорит: посади одного по левую сторону, а другого по правую сторону. И знаете, вот такие мамаши, они начинают что делать? Они, во-первых, начинают Богу говорить. Они начинают говорить: Бог, мой ребенок вырос, и я всегда хотела, чтобы мои дети были врачами. И они начинают молиться, они начинают просить, чтобы Бог вложил в его сердце огромное желание, чтобы этот ребенок стал врачом. Не торопись. Может быть, есть кто-то, кто уже решил для него судьбу. Как здесь написано, Иисус говорит про этих ребят, что о них судьба уже решена. Или про этих ребят уже кто-то позаботился, об этих ребятах уже кто-то позаботился. Есть Божий план для этих ребят. Единственное, что ты можешь сделать, мамочка дорогая, не навязывать свой план, не навязывать свою судьбу своим детям, а молиться Богу и говорить: Бог, ты открывай и мне, и моему ребенку ту судьбу Божию или тот план Божий, который ты имеешь для моего ребенка. Не навязывай свои желания своему ребенку, не навязывай свое видение или свой взгляд на эту жизнь своему ребенку. Ты можешь открывать и показывать ему истину Писания. Ты можешь вкладывать, пока ребенок маленький, ты можешь вкладывать истины Писания в своего ребенка. Но когда приходит время, тебе придется отпустить твоего ребенка. И знаете, первые вот эти вот шаги, когда мы отпускаем наших детей, когда мы позволяем нашим детям выбирать, кем они будут по жизни. В плане профессиональном. Например, у кого-то ребенок хочет стать врачом. Молись вместе с ним. Молись и говори: давай мы помолимся вместе, чтобы это было что-то, что Богом вложено в твое сердце. И помолись вместе с ним простой молитвой. Все, что не от тебя, пусть оно будет выкорчевано, а все, что от тебя, пусть состоится, и пусть это будет сверхъестественно утверждено. Кто-то, например, хочет быть архитектором. Молись со своим ребенком, чтобы Бог открывал эти пути, чтобы то, что было рождено в сердце твоего ребенка, оно состоялось, не то, что в твоем сердце. Может быть, ты можешь сказать: у нас там династия, я не знаю, там у нас династия стоматологов. Я хочу, чтобы мой ребенок стал стоматологом. Это то, для чего мы рожали этого ребенка. Нет, 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 нет. Позволь Богу осуществить свой план в его жизни. И может быть, Бог хочет, чтобы он был миссионером в Зимбабве где-нибудь. Может быть, Бог хочет, чтобы это был парень, который будет начинать церкви по всему миру. Может быть, Бог хочет, чтобы это был человек, который будет заниматься чем-то связанным, я не знаю, там, с технологиями. Может быть, это будет человек, который станет земледельцем, в конце концов, и он будет что-то выращивать. Каждому Бог приготовил свою судьбу. И когда человек находит свою судьбу вместе с Богом, тогда и именно тогда он станет счастливым человеком. И знаете, вот здесь чаще всего мамаши, они мешают своим детям. Чаще всего именно мамаши, они пытаются навязать свою волю своим детям. Я хочу мамам предложить: когда вы что-то решаете очень важное по поводу ваших детей, где они будут учиться, с кем они будут строить отношения, с кем они будут жить, в какую страну они уедут или не уедут, прежде чем вы будете делать какие-то, может быть, радикальные телодвижения, прежде помолитесь со своими детьми. Если они уже взрослые, они ходят в церковь, они дети, которые выросли, может быть, в христианских семьях, или дети, которые пришли ко Христу, вы привели их ко Христу, помолитесь, чтобы
то, что рождено Богом, оно было рождено в их сердце. И то, что Бог запланировал для них, оно появилось в их сердце. И позвольте вашим детям делать самостоятельные шаги и делать какие-то самостоятельные решения. Знаете, что самое интересное, когда мамы не отпускают своих детей, когда мамы, они не позволяют своим детям делать какие-то решения, делать какие-то даже ошибки, когда они все за них решают, когда они окружили их этой гиперопекой, когда они, может быть, там с 15-16-летним уже большим парнем, они ходят с ним за ручку, устраивают его в какой-то новый класс, или идут вместе с ним в военкомат на приписное, или устраивают его где-то на работу на какую-то, таскают его везде за ручку. Я вам могу сказать, вы таким образом портите своих детей, вы не позволяете своим детям сделаться мужчинами или женщинами. Вы все за них решаете. И эти люди вырастают физически. Они вроде бы снаружи становятся мужчинами, но внутри они так и не научились сами принимать решения. Потому что они знают, мама будет принимать решения. Мама поставит или скажет последнее слово в каком-то решении. И если даже все пойдет не так, как нужно, мама за это решение ответит. Такие мужчины или такие женщины, они вырастают людьми безответственными, которые знают, что даже если я сейчас что-то натворю, накуролесю или сделаю какие-то вещи, за которые придется отвечать, я приду к маме и скажу: мама, у меня проблема, пожалуйста, порешай эту проблему. И мама будет решать. Знаете, есть, как я уже говорил, два типа мамаш. Одни кукушки, а другие, они гиперответственные. Вот нам надо найти между этими двумя крайностями, нам надо найти божественную золотую середину. Если ты сегодня мама гиперответственная, если ты все сегодня решаешь за своего подросшего ребенка, я не говорю сегодня о маленьких детях, я говорю сегодня о тех ребятах, которые должны сами уже научиться делать решения, но за них все решают мамы. Я хочу обратиться к тебе, дорогая мамаша, не будь как мама сыновей Зеведеевых. Позволь Иисусу самому решить, что будет с его учениками. Для тебя самое главное, если ты задаешься вопросом, что для меня самое главное, для тебя самое главное привести своих сыновей или сделать все, чтобы твои сыновья попали в команду к Иисусу Христу, чтобы они стали частью этой команды. Это самое главное. А дальше Иисус уже позаботится. Дальше Иисус, Он уже знает, что сделать для твоего ребенка и как сделать для твоего ребенка. Поэтому пусть для тебя самым главным в твоей жизни будет самая главная молитва, самая главная цель о твоих детях, чтобы твои дети были посвящены Христу сегодня, чтобы твои дети сегодня были в команде Господа Иисуса Христа, чтобы твои дети сегодня лично и близко знали Господа Иисуса Христа, и чтобы твои дети, они были открыты для того, чтобы Его планы осуществлялись, для того, чтобы Его желания решались, для того, чтобы Иисус стал их господином и стал их царем. Тогда ты можешь, если это случится, тогда ты можешь выдохнуть. Будет он земледельцем, будет он миссионером, будет он великим крутым бизнесменом, через которого миллионы долларов пройдут. Ты сможешь выдохнуть, если твой ребенок находится в команде Иисуса. Ты можешь выдохнуть и сказать: фух, ну слава Богу, я знаю, мой ребенок в хорошей компании, и эта компания его дурному не научит, и мой ребенок, он вырастет достойным человеком, и мой ребенок, мало того, что вырастет достойным человеком, он попадет в небесное царство и займет свое место там. И это самое главное для любой матери. Я хочу вас сегодня побудить, дорогие мои сестры, перестаньте бегать, перестаньте устраивать судьбу ваших детей. Я, как пастор церкви, могу сказать, что столько было мамаш в наших церквях. Мы с женой служили в разных церквях, и приходили женщины, и они просто умоляли, они просили за своих детей, они говорили: ну возьмите его с собой куда-нибудь в поездку, что ли, ну там, я не знаю, там, ну пристройте его в какую-нибудь хорошую домашнюю группу. Они так переживали за будущее своих детей. И я не против был, но знаете, каждый раз, когда ты пытаешься сделать что-то потом для этих детей, и вдруг что-то пошло не так по видению мамаши, она прибегала потом и говорила: почему вы не сделали так? Почему вы сказали такие слова? Почему вы вот так вот там обратились к моему ребенку? Почему мой ребенок недолюблен? Почему к моему ребенку, может быть,
неправильно отнеслись в той домашней группе, куда вы его устроили. Я забираю своего ребенка из этой домашней группы. Я забираю своего ребенка из вашей церкви. И мне было так грустно. И я понимал, что эта мамаша, она так и не отдала в руки Господа Иисуса Христа своего ребенка. Она не позволяет с ним Богу сделать свою работу. Она окружила его своей гиперопекой. И эта гиперопека потом продолжается до 30, до 40, до 50 лет. Позвольте вашим выросшим детям стать мужчинами или женщинами, которые способны брать ответственность за свою жизнь и вместе со Христом строить эту жизнь. Знаете, глядя на эту мамашу, с одной стороны хочется смеяться и думать, ну ты женщина зарядила. Уж Иисус-то точно позаботится о своих учениках. Уж у Иисуса-то точно есть какой-то план для своих учеников. С одной стороны охота так сказать, а с другой стороны ты понимаешь, что эта женщина, она повязана этой гиперопекой. Она, может быть, не спит, не ест, она думает, что будет с ее детками. И она хочет сделать самое лучшее, как ей кажется, для своих деток. Она не может довериться ни Иисусу, ни Отцу Небесному, ни Духу Святому. Она не может довериться, что даже, может быть, из той ситуации, в которую сегодня попал ее сынок, Бог способен вытащить его оттуда и дать ему новое начало, и дать ему новую возможность. Вспомните притчу про блудного сына. Вспомните, как там вел себя отец. Я хотел бы, чтобы матери, они научились тому, что там было написано про отца. Помните, когда молодой, он решил забрать свое имение, он решил забрать часть своего наследства. Он забирает эти деньги и идет в какую-то дальнюю страну. Библия говорит, он просадил все эти деньги с проститутками, с пьяницами. Может быть, он в казино эти деньги проиграл. Что было в сердце отца? Мы не читаем там, что этот отец строчил бесконечные смски. Ты где? Ты, наверное, там с какими-то друзьями. Ты, наверное, бухаешь. Я прям чувствую, у меня беспокойство. Ты там бухаешь. Знаешь, он в ответ не получал такие смски, как некоторые мамки получают. Мам, мне уже 28 лет. Что хочу, то и делаю. Отпусти меня уже. Дай мне жить так, как я хочу. Знаешь, обидно получать такие смски. Но чтобы не получать такие смски, просто перестань отправлять вопросы. Как некоторые ребята говорят, глупый ответ, потому что глупый вопрос был. Глупое обращение было, ты где? Ему 28 лет. Пусть он живет своей жизнью. Это уже никого не касается, где он. Знаете, дорогие мамы, посмотрите на того отца, который остался со своим другим, старшим сыном. Я думаю, он просто молился. Я думаю, он просто ожидал внутри своего сердца, что придет момент. Придет этот звездный час у его молодого ребенка, когда он наестся, когда он насытится этим миром, когда он, как говорят некоторые, нажрется этого греха, и он придет в себя. Может быть, ты сегодня бегаешь за своим ребенком, ему 20 лет или там 25 лет, и ты все его спасаешь от каких-то друзей. И ты все думаешь, что твой ребенок-то хороший, это просто окружение злое, это просто влияние компании, в которую он попал, злое. Оставь его, оставь. И просто в тайной комнате продолжай молиться. И молись этой простой молитвой и говори, Бог, он сегодня выбрал, может быть, свои пути. Он сегодня выбрал жить так, как он живет. Я молюсь, чтобы он наелся этого мира. Я молюсь, чтобы он наелся этих свиных рожек. И он пришел в себя. Пришел в себя. Там ключевое слово в этой притче было. Он пришел в себя. Знаете, некоторым женщинам надо перестать тюкать своих детей, которые выросли уже, которые, может быть, живут не так, как вы планировали для них, которые, может быть, пошли не той дорогой, которую вы понимаете, Бог даже для них приготовил. Может быть, они были в церкви, к сожалению, они сегодня отпали. Это вопль моего сердца. Я сегодня молюсь за многих детей, которые выросли в наших церквях, они выросли в наших детских служениях, они выросли в христианских семьях, в семьях моих друзей, и они сегодня не живут с Богом. И может быть они добились чего-то в бизнесе, может быть они сегодня стали в каких-то вещах влиятельными людьми, про них знают в этом мире, но это люди отпали от Христа. Для меня это боль, величайшая боль. Они выпали из команды Господа Иисуса Христа. И может быть некоторые глупые мамаши говорят, ну зато он денег зарабатывает, зато он на крутой тачке ездит, зато у него жена такая красотка. Знаешь, не это главное. Главное, чтобы это был человек, который остался в команде Иисуса и который находится в центре воли Божией, о котором сам Иисус может сказать, я знаю, что Он сядет, может быть, справа или слева, может быть, на первом ряду, но Он будет со мной в Царстве Небесном. Я хочу таким женщинам пожелать, молитесь за своих детей, молитесь такой простой молитвой. Отец, прихожу к Тебе
в простоте, прихожу к тебе в смирении. У тебя есть план для моего драгоценного ребеночка. У тебя есть план для этого драгоценного человека. Но он сейчас пошел своей дорогой. Молюсь о том, чтобы он пришел к этим свинским рожкам. И там он пришел в себя. И там он сказал: вернусь в дом отца моего. Вернусь к сердцу отца моего. Это самое главное, о чем сегодня могут молиться женщины Божии. Я прошу вас сегодня, дорогие мамы, вас столько много, у вас растут дети. Эти дети — это самая, наверное, большая драгоценность вашей жизни. Я знаю, что вы вложили с самого детства самих себя в этих драгоценных деток. Молитесь о том, чтобы эти детки оказались в команде Иисуса и были детками, которые прежде всего исполняют не ваше желание, не вашу волю. И они делают не то, о чем вы для них мечтали, в хорошем смысле слова, но они делают то, о чем мечтал для них Бог или чего хотел для них Бог. Это то маленькое послание или то, скажем так, коротенькое послание, которое рождалось у меня на протяжении месяцев. Иисус и мамаши. Пусть этот блок, он коснется тебя сегодня. Верь в своего ребенка, верь в своего сына, верь в свою дочь в руки Господа Иисуса Христа. Доверь Ему, что у Него есть лучший план. Может быть, ты хочешь, чтобы слева или справа. Может быть, ты хочешь, чтобы было вот так или вот сяк. Может быть, ты хочешь, чтобы у него была вот такая семья или вот такой бизнес. Доверься Богу. Позволь и Богу, и этому парню или девушке выбрать вместе с Богом правильные пути. И помоги ему на этих путях, когда он нуждается, когда он просит о помощи. Если он не просит о помощи, позволь ему тогда самому идти, позволь ему самому, может быть, делать свои ошибки и отвечать за свои ошибки. Отвечать за свои ошибки. Это и есть взрослые дети. Когда они что-то даже сделали неправильно, они сами разберутся с этим. Они сами ответят за свои ошибки. Они сами заплатят за свои ошибки. Учи этому своих детей. Позволяй своим детям делать свои первые шаги в этой жизни. Не решай все за них. Не будь этой женщиной, которая находится в гиперопеке, которая ходит со своими здоровенными сыновьями, у которых борода уже до пола выросла, но она все их тащит к Иисусу о том, чтобы Он усмотрел их бизнес, чтобы Он усмотрел их будущее. Позволим самим двигаться сегодня вместе с Богом. Вот такое мое послание сегодня. Дорогие сестры, если меня слушают сегодня мужчины, если меня слушают сегодня дети, я хочу обратиться к вам. Вырастайте людьми, которые способны правильно относиться к своим детям. У тебя есть ребенок, вложи в него все то, что есть в тебе самом. Научи его молиться, научи его ходить в церковь и быть частью какой-то церкви. Что значит быть частью? Быть человеком, который участвует в служении церкви, который созидает церковь. Не просто ходить по воскресеньям. Я уже не говорю о том, что наши дети должны научиться ходить по воскресеньям. Чтобы воскресный день для него это был день, когда он ничего не делает, кроме как ищет Бога. Я даже уже не об этом говорю. Я говорю о том, что он должен научиться быть частью тела Христа, частью Божьего движения, частью Божьего служения. Научи его искать волю Божию. Научи его слышать Духа Святого. Научи его слышать голос Господа. И потом, когда ты этому всему научишь его, и он подрастет, и он начнет это практиковать в своей жизни, выдохни и скажи: я знаю. Мой ребенок в правильной команде, у него правильные друзья, у него правильное окружение, которое на него правильно влияет. И я могу доверить этого драгоценного человека в руки моего Господа. Божьих вам благословений. Всего хорошего.